Дороги случается всякое. И ладно, если это небольшая неприятность, вроде проколотого колеса. Но бывают гораздо более сложные и опасные происшествия. Одно из них – пожар. Возгорание может быть следствием неправильного ремонта, технической неисправности или ДТП. Что там? Проводка? Важно не только умение вовремя сбить пламя, но и предупредить его возникновение. Как не допустить возгорания, правильно и быстро потушить случившийся пожар, смотрите далее. Здравствуйте, с вами Анжела Андреева. И Илья Сергеев. Вы смотрите путевую передачу. Для начала разберем причины появления огня. В первую очередь это неисправная проводка и негерметичность топливной системы. В случае, если плюсовой провод падает на массу, то есть касается кузова, происходит короткое замыкание. При этом должен перегореть предохранитель и обесточить плюс. Но часто, по разным причинам, провод может замкнуть так, что замыкания не будет, зато он будет нагреваться. Примерно как спираль накаливания в лампочке. В такой ситуации предохранитель остается целым, потому что нагрузка не превышает установленную ему. При негерметичности топливной системы бензин может капать в подкапотное пространство. И достаточно всего нескольких капель и одной искры, чтобы создать условия для возникновения горения. Также топливо может попасть на раскаленную выхлопную трубу и воспламениться прямо на ней. Нередко пожар в машине случается из-за человеческого фактора, к примеру, курения. Пепел сигареты может незаметно для курящего упасть на сиденье или обшивку пола. И само собой неправильный ремонт, ненадежные скрутки, слабая изоляция, неправильное подключение, недостаточно затянутые хомуты и слабо зафиксированные клипсы. Вот лишь неполный список огнеопасных факторов. Отдельного внимания заслуживает установка газобаллонного оборудования. Зачастую такое оборудование ставится в несертифицированных сервисных центрах, в гараже у дяди Васи. Водители же скрывают факт установки ГБО и не проходят обязательную проверку раз в 6 месяцев. Такое несерьезное отношение в лучшем случае может привести к утечке газа, а в худшем – до взрыва баллона. Основными причинами возгорания автомобилей у нас бывает неисправное газовое оборудование, неисправная топливная система или неисправное электрооборудование автомобиля. Либо установлено газовое оборудование не в лицензированном организации и вовремя не проводим техническое обслуживание. Чтобы избежать неприятностей, всегда обращайте внимание на посторонние ароматы в салоне, вроде горелого пластика и запаха бензина. Не игнорируйте перегоряющие предохранители, тем более не ставьте вместо них монетки и перемычки. Хотя бы раз в месяц оценивайте состояние видимой проводки и контактов. Приглядитесь, нет ли обгоревших участков. Проверьте топливопровод на наличие течи или даже пропотевания. При необходимости затяните хомуты, проверьте резьбовые соединения и установите правильно клипсы. Замените поврежденные участки шлангов, проводов и топливных трубок. Дополнительное электрооборудование устанавливайте только согласно инструкции и в соответствии с транспортным средством. При установке газа обязательно требуйте в автосервисе лицензию и сертификат на ГБО. Да и вообще, производите все работы у квалифицированных специалистов в автосервисах с гарантией на всю работу. Но как быть, если машина уже начала гореть? Думать о причине уже поздно. Нужно срочно принимать меры по ликвидации очага. Вот почему в каждой машине должен быть огнетушитель, и лежать он должен в доступном месте, а не завален другими вещами и багажом. Пластик, резина, топливо – все разгорается мгновенно, поэтому счет идет на секунды. Многие водители утверждают, что один огнетушитель погоды не сделает, и его просто не хватит. Однако этого точно будет достаточно, чтобы сбить пламя и дождаться помощи других автолюбителей. Особенно это важно при ДТП, когда из объятой пламенем машины нужно успеть достать пострадавших. В автомобилях используется порошковый огнетушитель. Рассмотрим его устройство на примере огнетушителя ОП-2. Цифра 2 означает массу заправленного порошка. Огнетушитель в первую очередь состоит из баллона, закачанным порошком под давлением. Также у него имеется манометр, на котором указано текущее давление, ручка и чека. У исправного огнетушителя стрелка на манометре всегда находится в зеленой зоне. Если она ниже, в красной зоне, огнетушитель не пригоден к использованию. Заглядывая в багажник, не забывайте периодически проверять состояние своего огнетушителя. При необходимости зарядите его или замените на новый. Мужики, стой,
стороны левым, то с той стороны живой! На этих кадрах после столкновения с фурой в горящей легковушке зажат человек. Очевидцы пытаются сбить пламя огнетушителями. Ни один не работал. Но как следует срабатывает только один из них. Ни один не работал. В остальных просто нет давления. Несмотря на возможные шансы затушить горение, пострадавший так и не дождался помощи. Если произошло возгорание автомобиля, то действовать нужно следующим образом. В первую очередь нужно выключить зажигание и вывести всех людей, которые находятся с вами в салоне. После того, как люди эвакуированы, не забываем позвонить в пожарную охрану по номеру 101 либо 112. Затем в каждом автомобиле должен находиться огнетушитель. Берем огнетушитель. На безопасном расстоянии, не голыми руками, открываем капот, выдергиваем чеку и направляем шланг на очаг пожара. Важно знать, чтобы сбить пламя, необходимо шланг или раструб направлять не на пламя, верхнюю часть, а на сам очаг, там, где происходит горение. Если произошло дорожно-транспортное происшествие и ваш автомобиль загорелся, а в машине есть зажатые люди, то в первую очередь нужно ликвидировать возгорание. Если горение полностью ликвидировано и нет угрозы зажатому человеку, то его не нужно вытаскивать с машины, а нужно дождаться спасателей. Если автомобиль продолжает гореть, то максимально щадяще нужно попытаться извлечь пострадавшего из автомобиля. А сейчас продемонстрируем работу пожарных при ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия. Сломалась машина, а троса нет. Поможет липкая лента. Скотч. Поставьте два автомобиля друг за другом и оберните скотч вокруг зеркал несколько раз. Желательно использовать весь рулон. Так у вас появится возможность буксировать автомобиль. Снимите и зацепите готовую скрутку за буксировочные проушины. Импровизированный трос получится весьма прочным, и этого будет достаточно, чтобы отбуксировать автомобиль до ближайшего сервиса или стоянки. В прошлом выпуске ты познакомил меня и зрителей со своим автопроектом и обещал рассказать все поподробнее. Конечно, я это очень хорошо помню. Расскажи, с чего ты начал работу? В первую очередь большого внимания требовал кузов, особенно пороги, которые проржавели насквозь. Но чтобы покрасить его основательно, а не абы как, нужно было разобрать его чуть ли не до основания. И тут все и понеслось. Коробка передач, затем полная разборка салона,
багажника и подкапотного пространства. Естественно, у меня не было нормальных условий для проведения подобных работ, и выходили из положения разными способами. Здорово помогали друзья, особенно когда вытаскивали двигатель. Несмотря на то, что весил он всего 125 кг, сделать это было не так просто, но возможно, подручными средствами, с помощью трубы, нескольких ремней от генератора и 4 человек. При этом все нужно было сохранить и не растерять, особенно те запчасти, которые стали почти эксклюзивом. К примеру, хорошо сохранившиеся хромированные накладки рамок дверей. Дальше нужно было отогнать его в покрасочную мастерскую, что было сделано при помощи буксировки, поэтому ходовую и тормозные системы трогать не стали. Ну и конечно же было куплено кузовное железо, необходимое для переварки. Его привезли из Чебоксар. Спасибо соседу за помощь. Вот так и можно сказать, был проведен первый этап по восстановлению. Здорово. Вроде все кажется простым, но, наверное, мелочей много. Да, конечно. В любом большом деле много маленьких проблем. Понимаю. Ну а что же было дальше? Ну, об этом уже в следующей программе. Остались вопросы или есть предложения? Звоните в студию по указанному номеру, пишите на e-mail или в группу ВКонтакте. До встречи в Путевой. Путевой. Передачи. Удачи на дорогах.